Его творчество живет в сердцах людей. Муса Аушев долгие годы отбирал загадки, бытующие в народе, создавал новые. Благодаря его рукописям и черновикам Республиканский дом народного творчества, где работал автор, сделал все, чтобы книга наконец обрела жизнь. Этот замечательный труд выпущен в рамках столетия ингушской государственности, величайшего события в истории нашего народа, которое мы празднуем в этом году. Также эта книга проводится, презентация этой книги проводится в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира. Заместитель министра культуры республики Мака Куртоева, изучив сборник, признается, что не знала перевода многих слов. Их и произнести-то нелегко. Это свидетельствует о глубине родного языка. Каждый почерпнет для себя в этих загадках много полезной информации о языке и культуре. Даже вот в названии мы сегодня обсуждали, это тоже такое двойственное название загадки слова, и снова, опять же, значение, я читаю загадку с этим же словом, оказывается, что это знаете ли вы, хотя нам привычнее сказать хой шон или хот-хой, обычно шон-хой, легче было показалось. А в тексте, когда встретила я, например, это слово, я его не сразу поняла. Красочное издание на двух языках, русском и ингушском, вносит весомый вклад в сохранение национального культурного наследия ингушского народа. Сборник загадок изначально написан на ингушском. Переводчиком и редактором же стал председатель Союза писателей Хаваш Накастоев. Он признается, что исправлять особо было нечего, разве что небольшие пунктуационные ошибки. А вот над переводом работал долго. Передать мысль автора на другом языке так, чтобы ничего не упустить, сложно. У каждой загадки есть свои особенности, в том числе вот, про загадываемую вещь автор говорит его наиболее такие характеристические признаки. Эти признаки же надо передать, их же надо сохранить в переводе. А сохранить в переводе не всегда получалось. Вот в русском языке нету соответствующих или подходящих вот этих, таких же понятий или слов и так далее. И вот приходилось это как-то выкручиваться. Смысл в каждой строчке и красота в каждой иллюстрации. Над сборником трудилась не только рука мастера слова, но и кисть художника, чьи иллюстрации оживили страницы. Зинаида Каздиева работала над этой книгой более месяца. Она передала на бумагу все тонкости и красоту текста, которую создал Муса Аушев. Мне прислали тексты, эти тексты мне нужно было прочитать, и уже по этим текстам придумать какие-то рисунки. Вот то, что мне пришло на ум, то я и нарисовала. Загадки – это всегда источник позитива, бесконечной мудрости и иронии. Здесь же на презентации провели викторину по разгадкам. Собравшимся пришлось хорошо поразмыслить над хитроумными вопросами. Среди приглашенных гостей, помимо литературных деятелей, есть и все 7 дочерей автора. Старшая же Айшат Аушева говорит, что всегда считала своего отца не только писателем, но и великим рассказчиком. Таких людей, как Муса Аушев, забывать нельзя. До последних дней своей жизни Муса Аушев трудился, внося неоценимый вклад в развитие и сохранение самобытной культуры ингушского народа, изучая ее истоки. Невозможно переоценить его значимость. Он издал свыше 10 трудов. Помимо литературы, он также занимался и историей. Им были по крупицам восстановлены имена участников Первой мировой войны, уроженцев сельского поселения Сурхахи. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.